3 часа 43 минуты. Столько длилось общение президента России с журналистами. За это время Владимир Путин ответил на 66 вопросов. В зале Международного центра торговли перед главой государства были 1702 журналиста. Представители российских изданий, иностранных газет и телеканалов. Задать вопрос президенту в таких условиях – невероятная удача. Шанс 1 из 32. Проще поступить на бюджетное место в МГУ. Однако представителям Якутии удалось спросить Путина об одной из главных проблем не только республики, но и всего Дальнего Востока – строительстве моста через реку Лену. Наш специальный корреспондент Максим Кардозу в подробностях о пресс-конференции, эмоциях участников и вопросах, которые нужно формулировать более конкретно. Уже привычная картинка. Еще до начала встречи пресс-секретарь президента заявлял, никаких инноваций ждать не стоит. Диалог с журналистами пройдет в обычном формате. И действительно, представители СМИ традиционно радовали креативными плакатами и яркими костюмами. Ты когда пришел вопрос, делать ли какой-то плакат, рисовать, как на себя обратить внимание, то я про него вспомнила, думаю, так, ну отличная же штука. И рисовать ничего не надо, вот он блестящий, красивый, только пыль стереть. А глава государства развернуто и по существу отвечал на все вопросы. Вначале затронули сферу экономики, санкций и импортозамещения. Да, негативные влияния есть, но посмотрите, есть и плюсы от этих вот санкционных дел. В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. И, кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения на 2017 году составила 98%. Значит, в автомобилестроении 85%. И по некоторым другим направлениям тоже по ключевым, тоже где-то в районе 80%. Сотни поднятых рук над залом. Каждый из присутствующих журналистов приехал в Москву с одной целью – задать президенту свой наболевший вопрос. Это конференц-зал, где и проходила встреча с президентом. Посмотрите, он действительно огромный, вмещает до 1500 человек. И в этой толпе журналистов, конечно же, очень просто затеряться. На что только не идут люди, чтобы обратить на себя внимание. Это и яркие костюмы, и крики, таблички. Ну а нашим коллегам из Якутии ничего не понадобилось, даже кокошник на голове, для того, чтобы напрямую пообщаться с президентом. Это Александр Ильин, журналист газеты «Якутия». Удача в этот день ему точно улыбнулась, и он смог задать вопрос президенту о нашей республике, про мост через Лену. Вопрос такой. Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину. Мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории Российской Федерации. Хотелось бы задать вопрос, стоит ли нам ждать этот мост? Если да, то когда? Потому что якутянам он очень нужен. Вопрос очень значимый. Правда, стоит отметить, что постоянная переправа через Лену – это важно не только для якутян. Мост соединит весь Дальний Восток, Забайкалье, даст возможность выхода к северным морским путям, Тихому океану. И про такую значимость проекта говорят не первый год. Это, кстати, подчеркнул и президент. Надо посмотреть, он упрется просто в город и все. Или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лены, развитие экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Вот если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем. Еще один важный вопрос для нашей республики – это отключение аналогового вещания в стране с 2019 года. Владимир Путин заявил, что в курсе проблемы и переход на цифру должен быть плавным. Была идея переходить резко, не буду скрывать. Быстрыми темпами в течение полугода. Я сказал, нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территории. И, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие деньги, за личные купить эти приставки. Будем смотреть по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях. Это, конечно, хорошо, но конкретного вопроса про то, что же делать региональным компаниям, которые не попали в список цифровых каналов, так и не прозвучало. А ведь многие регионы могут остаться без своего телевидения и передач на родном языке. Еще одна важная тема – это свалки.
Президент заявил, что в ближайшие годы в стране должны появиться 200 мусороперерабатывающих заводов. Ведь сейчас многие просто сбрасывают отходы на открытых площадках, образуя огромные мусорные полигоны. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать, это выстроить целую индустрию переработки. Государство, прежде всего в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должны создать условия для вот этого раздельного сбора мусора и последующей утилизации. Во время пресс-конференции поднимались вопросы здравоохранения, пенсий, нацпроектов, отношений с Западом. Спрашивали и про Крым, Донбасс, и даже про личную жизнь президента. Вопрос о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете, как у вас дела? Не дождетесь. Просто все интересуются только своими вопросами, да, и никто не интересуется, как вы, в общем-то, да. Нужна ли вам помощь в каких-то вопросах, например? Такую непринужденную и живую атмосферу по полной прочувствовали многие присутствующие. Президент был раскрепощен, общался очень свободно. И журналисты, надо сказать, что чувствовали себя также, в общем-то, очень свободно и спокойно. И поэтому вопросы были от государственных до простых житейских. Разговор по душам понравился многим. Причем ближе к завершению журналисты начали такую активность, что казалось, они решили не отпускать президента как минимум еще пару часов. Рекорд не получилось. Конечно, пресс-конференция длилась почти 4 часа, но до результатов десятилетней давности, когда встреча длилась 4,5, не дотянула. Зато в зале кипели настоящие страсти. Посмотрите, они кипят до сих пор. Пресс-конференция закончилась, но журналисты не спешат расходиться. И действительно, каждый хотел задать свой вопрос. И даже президент в какой-то момент сказал: «Перестаньте, ребята». Уважаемые, пожалуйста, послушайте меня. Но журналисты требовали продолжения банкета. Некоторые так волновались, что не могли даже грамотно сформулировать свои вопросы, которые превращались в бессвязные монологи. Обманутые дольщики, которые второй раз также были вами оповещены, также, то есть дома недостроены. Как всегда, на кадастровый учет леса не поставлены до сих пор. Хорошо. Все, переходим. Что только не пытался вставить в свой вопрос представитель Владивостока. Таким поведением молодых коллег была возмущена ветеран газеты «Сельская жизнь» Ольга Иванова. Было жалко ребят, которые терялись, так сказать, выстраивая свои мысли и по полчаса формулирующие свои вопросы. Во время встречи президент старался вникнуть в каждую проблему. Звучали вопросы не только общероссийского масштаба. В Петербурге, например, Владимир Путин пообещал помочь построить спортивный центр для детей из малообеспеченных семей, а также разобраться с недобросовестными застройщиками. Обязательно получит поддержку и больной мальчик из Иркутска, и дагестанские правозащитники. Ну а мы будем ждать следующую пресс-конференцию, чтобы уж наверняка задать и наш вопрос президенту. Максим Кардозу, Михаил Кулаков, Якутия. День за днем.